Бро, смешно. Улыбайся и Мяшу. Маша. Меня зовут Борявина Инесса. Меня зовут Марианна. Она моя мама. Это Я моя дочь. ее дочь. Представляй комментарий там. Опять они. Поинтереснее уже никого не возьмите. Походу в Якутске других мам и дочек уже нет. Давайте заново, да? Нормально, прилично. Никнама. 1, 2, 3. Всем привет. Меня зовут Марианна. Мне 35 лет. Инесса Вонбесь Ирос. Это очная ставка «Мама и дочка». Сегодня мы проверим, насколько хорошо дети и родители знают друг друга. Проигравший выполняет наказание. Бери что-нибудь покушать и приятного просмотра. Если проиграет Инесса, то она должна спеть тоюк и одновременно танцевать Кто бы якутские народные танцы. сомневался. Игра не на жизнь, а на смерть. Если проиграет мама, она записывает разговорную историю с грустным лицом о том, что ищет себе мужчину, мол, пишите в директ. И открывает личные сообщения в Инстаграм. Открытый профиль, пишите. не Отказаться можно? стесняйтесь. Нет, это наказание. Да, все равно я выиграю. Ждите тоюк. Подожди, не нужно молиться. Камень, ножницы, бумага, цуефа. Камень, ножницы, бумага, цуефа. Ха-ха! О себе, любимый. До шоу гости ответили на вопросы, на которые мы уже знаем ответы. Знает ли ответ человек напротив? Итак, бастыки. Когда я впервые зарегалась в Инстаграм? По-моему, даже я тебе помогла. Тогда уже был Костя, значит, это после 2014 года. По-моему, у тебя была инста. Ты кто? Придешь от меня подсказки или что? Ну, пусть будет 2013 год. Ну, у меня, короче, огромное количество аккаунтов. Но тот аккаунт, который у меня сейчас, в 2017 году. Не, давайте проверим. Я сейчас скажу. Сегодня вечером идем домой, достаем планшет Нет, ну, разбитый. а мой Там главный... точно аккаунт. мой Я главный... лично тебе А создавала мой аккаунт. главный, основной аккаунт сейчас, 2017 Ну, существует. А какая разница, что было Как до это? этого? тут написано, когда я впервые зарегалась в Инстаграм. Мама, не Я прикапывайся к словам! Не, если бы там было Ну, мама, написано... мой ответ 17-й год. Уже все, вите. Поезд. Аривидерчи. Через сколько я буду готова к новым отношениям? У нас сейчас идет ремонт. Закончится ремонт у нас где-то после Нового года, в январе ориентировочно, если все пойдет так, как мы планируем. Нет, ну я знаю, что на то, что я, как я закончу школу, тебе будет как-то все равно. Ну, типа, отношения там не будут мешать. Мне кажется, мама будет готова к новым отношениям, если все пойдет хорошо, и никто не будет ее, то через полгода. А если мы будем то через год примерно. Тут нету такого, что так, 1 января 2021 года, 00:20 минут, 20 секунд, я буду готова к отношениям. У-ху! Нету такого, конечно. Поэтому пусть от балды это будет к Новому году. Ты там сказала? Да ладно, 2 года. Или ты уже завтра готова? Просто с воздуха я сказала к Новому году. Это называется не подумал над своим ответом. Хотите познакомиться с моей матерью? Хотите там с ней то все? Пишите мне. Да, мы это. Папушка все Ладно, следующий вопрос. Все, ты проиграла 1-1. Репетиторский центр «Интегра». Подаем знания со вкусом. Во сколько лет я впервые поцеловалась? Так, если тебе сейчас 15, то тогда тебе было 13. 14. Это было так недавно? Да, считай, мне почти 16. Да. Ну вот, я, получается, 2 года отняла. Да это даже поцеловались невозможно назвать. Типа. Ну, короче, 2 года назад надо было сказать. А все. Но это еще зависит от того, что подразумевают поцеловались. Если подразумевают, кто как в кино целуется, чуть ли не проглатывая себя. Ой, друг друга. Себя. Да, сколько четверок у меня было в дипломе? 2. 2. Или 3. 2-3. Много. Больше 5. От 5 до 10. Именно в дипломе университета.
У тебя сколько предметов было? Или у тебя по всем четверки были? Это диплом университета. Она жульничала, она не показала этот диплом. Ну ладно, 2-2. Что я делаю первым делом с утра? Что, правда сказать? Ты про кофе? Ты идешь умываться, чистить зубы в ванную. Ну, занимаю ванную. Да. Это твой ответ? Да. Перевожу будильник. Специально. Я даже, если мне нужно встать в 7, я ставлю будильник на 6:30, чтобы дать себе эти прекрасные 30 минут. Например, ты сегодня не переводила? Я сегодня переводила. Я Нет. сегодня первый будильник поставила Нет. все. Да, мама. Нет, это, наверное, вчерашнее. Нет, мама, сегодня. Я Нет. сегодня должна была пойти в школу за документами, так? Вот. В 8:50 я должна была быть там. В 8 я должна была выйти из дома. Я поставила будильник вообще на 6:30, потому что я хотела все сделать спокойно. В 6:30 я проснулась и поняла, что... И переставила на 7 часов. Ты не просыпаешься по моему будильнику. Ты Нет, даже по почему? своему не просыпаешься. Я просыпаюсь и выключаю ее будильник, потому что он меня раздражает. Допустим, даже если твое мнение верно, хотя это не так, то в большинстве случаев, точнее всегда, я включаю свой будильник на 30 минут. Окей. А даже точные науки гласят, что у самых точных теорем всегда есть погрешность или исключение. И, возможно, если следовать твоей теории, то сегодня была та самая погрешность. Я Понятно. зануда. Короче, из-за какого фильма я последний раз плакала? Лед 2. А нет, ты не плакала там. Это я нарыдалась. Когда ты еще последний раз фильм смотрела? Мы если смотрим фильмы, то мы смотрим какие-нибудь комедии, потому что слишком много драмы в собственной жизни. Господи, боже мой. Я чувствую себя, как будто я назад в прошлое попала, когда Инесса там всякое говорила, что думает вообще. И время от времени я такая... Например, мы в Египте на рынке покупаем сувениры. Типа пытаешься торговаться, а вон в том магазине дешевле дают. И Инесса такая: мама, ты что, врешь? Не было такого там. Короче, я с детства зануда. Вообще, короче. Так, ты сама-то... Да, не помнит сама этот фильм явно. Скорее всего, она так и сказала. Я не помню. Это ответ. Все, это мой ответ. Все, это твой ответ. Ну, правда, она не знает. Последний раз, я вот помню, я видела японский фильм, я там всплакнула. Как называется, не помню. И вы зачитали этот ответ? Да. Мне кажется, у нас очень некомпетентное жюри. Видите, как она меня хорошо знает. Болюська моя. Может, 1,5 поставим? 0,5? Нет, тут не это. Не в Египте. Не в сувенирном магазине. А жаль. Как звали моего друга детства? Ну, ты в детстве, как бы. Была. Ты меня Это про садиковский возраст или про школьный. школьный? Я садиковский, у меня там на каждой площадке лучше подруга была. Басецкая Лиса, либо Аня Букина, либо... Твой точный ответ, мама, Нет, один человек. Либо, ну, если ты со всеми подряд дружила. Вот с кем, ну вот я прям с 1 класса, вот, ну не с 1, там, с половины 1 начала общаться, и вот так мы с ней общаемся, и до сих пор общаемся. Но мы уже не лучшие друзья, но мы хорошо общаемся. Нургустан. Твой ответ? Да. Значит, и сейчас мы хоть и не лучшие подружки, но все равно хорошо общаемся. Это Аня. Фамилию говорить не стоит? Хорошо. Она же специально сделала. Я же сказала Аня Букина. Дже. Мы сказали точно твой ответ. А потом ты меня взяла и запутала. Вообще, непростительно. Рыбы. Когда я в первый раз увидела голову мужчину? Барабанная дробь. Мужчина прям мужчина или просто мальчик? Скорее всего, брата какого-нибудь в детстве. У меня есть Ставлю- брат, Ну, дядя Миша. но это не родной брат. Ну, это один из братьев. Ну, И двоюродный, что? но это все равно входит. Ну, там не спрашивается, кого ты увидела голым, а спрашивается, во сколько лет. Я ставлю... Человек помнит свои детские яркие, скорее всего. моменты. Яркие моменты, да? Яркие Ой. моменты, примерно. Я думаю, что это было от 5 до 8 лет. Мы с Мишутой жили, когда уже были школьниками. От 5 до 8 лет. У бабушки с От 5 до 8 лет. Но двоюродных братьев в детстве все вместе купались. Это считается как мужчина? Сколько нам? Ну, мы дошкольники. До 7 лет. Ты зарабатывал балл до 7 лет. До 7 лет было. От 5 до 8 было там? Ну, тут ответ до 7, но это входит в ранж до 5 лет же входит в ранж до 7 лет. Ну, вообще-то наполовину такая. Мама. Да. Ну, на самом деле, мама молодец. Будет. Как я тебя обманула в первый раз? Умышленно, типа. Понимала, что вру. Такая, выхода нет.
Ну, что домашку сделала, на самом деле не сделала. Это было неумышленно, это был инстинкт самосохранения. Мы леди. Короче, сказала, что сделала домашку, но на самом деле нет. Я выиграла! Вся моя жизнь сплошные косяки. То есть я уже хотела гулять с подружками, а мама мне еще не разрешала гулять с подружками. Видимо, она тогда не особо поняла, что я уже glow-upнулась. И было такое, что я ей писала, я там у репетитора или я задержу в школе, а сама по торговым центрам с подружками ходила, бургер кушала. Первый раз умышленно. И ты потом меня поймала, да. Да. На самом деле, вот прямо такое умышленное, это было про домашку, а потом вот это такое, видите, у нее бывает иногда. Ты только что назвала свою дочь больной. Нет, я замыканиями, а не больной. Отправляют ли мне дикпики? Нет. Ну, типа... А на самом деле и не Нет, не отправляю. Если бы еще я знала, что такое дикпики, что-то такое с картиной, связанное с picture. Что такое дикпик? Типа, это что ли? Нет, конечно. А еданы? Нет, нет. Короче, вы специально подстроили все вопросы в этот раз. Это был заговор. Что это за движение? О май гад. Верю, не верю. Гости должны угадать, какой факт правда, а какой вымысел. Мне стыдно за то, что я пукнула на свидание с мальчиком. Нет, конечно, неправда. Потому что ты открыто на свидании с мальчиком не была, чтобы успеть пукнуть. Давайте я по-другому отвечу. На самом деле, я же реально никогда не была на свидании прям с мальчиком. Да. Прям свидание. Да. Никогда не было. Меня никто не зовет. Зовите на свидание. Нет, ну один раз уже было. Ну, блин, почему-то люди думают... Кстати, я заметила, да, мальчики моего возраста думают, что свидание это типа походил там здесь, там проводил и так далее. Вот, все хорошо. Нет, на свидание ты говоришь, подходишь человеку, пойдешь со мной на свидание, и она такая, типа, либо да, либо нет. И вы идете не куда-нибудь там просто пошляться, а у тебя есть готовое место, там, кафешка, ресторан. Ты ее туда зовешь и так далее. Не обязательно И я ресторан. И вообще, сейчас многие говорят, мол, типа, равноправие, должен платить там поровну и так далее, кто что съел, ла-ла-ла-ла. Но мне кажется, кто кого пригласил, тот и платит, потому что, ну, ребята, ну, я так думаю. Я не говорю, что это правильное мнение, все должны так думать. Это мое мнение, и я придерживаюсь его. Мой первый секс был на берегу реки Амга. Мне сложно представить тебя с кем-то. Нет, это неправда, потому что мой папа был первым парнем моей мамы. А они познакомились в Москве, в университете. А реки Амгиз в Москве нет. Поэтому это ложь чистой воды. Нет, а потом мы приехали. Это ложь. Потом мы Это приехали ложь. в Якутск. Это ложь. и с Это ложь. летом Это ложь. съездили в Это Амгу. ложь. Это ложь. Это ложь. Смотрите, как жжет нагло в глаза. И еще какой кошмар. Однажды я случайно увидела фильм для взрослых и теперь не хочу взрослеть. Это неправда, потому что предложение слишком длинное, ты бы никогда так не стала бы там. Ты меня так плохо знаешь. Ну все, это мой ответ, это неправда. Ох, уж эти мамы. Я брала твой телефон и смотрела все переписки. Да. Да. Что такого плохого? Да. Что такого плохого в Нет. мне мнение? Нет, но я знаю, что это правда. Ну вообще. Когда-то ты видела... Мама, я вижу по глазам, мне страшно жить. Ты не читала? Законодательство материнских взглядов, нельзя его использовать в корыстных целях. Ты сейчас это нарушаешь правила материнского взгляда. И правильный ответ. Ну ладно, окей, да, правда. Ну, это было в начальных классах, чтобы не затронуть личное пространство ребенка. Я не делала, например, вот так вот, типа, дай телефон, мне надо проверить. Я говорила, если дай телефон, я тебя сфоткаю. И делала вот так вот, раз, два, три, а теперь так. И в это время читала. Вот так вот. Лайфхак. Записывайте. Теперь мы будем фоткаться только на твой телефон. Я мечтаю сделать пластическую операцию. Скорее всего, это неправда, потому что я не думаю, что это... Когда вот, например, у тебя спросили бы, напиши о себе факт, и ты такая, да, я хочу себе вот тут и вот тут. Нет, это не первое, что пришло тебе в голову, поэтому это неправда. Это правда. Я хочу себе ринопластику носа. Что? Да у меня из-за папы он вообще капец кривой. Во-первых, по кинетике. Так, Второй раз он не следил во-первых. за мной, и я постоянно врезалась в всякие стекла. Из-за этого моему носу сейчас очень-очень плохо. И это первое, что тебя сейчас беспокоит? Ты знаешь, я целый день думала над этим фактом. Нет, это ты высосала из пальца явно. Вообще, вот этот нос интересный. Мы даже с папой- Греческий нос. Мы даже как-то с папой вдвоем такие. Папа такой, сходим на ринопластику. Я такая, what? И Это после- он тебе просто вбил. У тебя И классный после нос, этого не как я у него. такая. Ой.
Мама, у папы нос такой же, как у меня. Не, он не Мы смотрит. идентичны. А сейчас такая... «А, да, мама». Нет, ну не из-за носа же. Нос у тебя точно отличается. У него большой, кривой. Еще это бурная молодость дает о себе знать. А у тебя красивый, аккуратный носик. Он как у папы. Он просто не такая пипка кнопка, как у, вот, например, у меня. Очень красивая. Нет, он как у папы. Нет, я не говорю, что папа. Выделяющийся. У папы тоже носик. красивый нос. У нас красивые носы, но я хочу на пластик. Да? Да. А что еще? Ну и все. И татуировка на все бедро. Поменьше и ведерненький. Все. И что это тебе даст? Ну просто красиво. Для А самого так себя. некрасиво? Ты Нравится. говоришь Так производителю? не- Помогите, она опять смотрит этим взглядом. Однажды я пережила клиническую смерть. Помнишь? Но это не было тогда, когда я была уже здесь. Возможно, это было в твоем подростковом детском возрасте, потому что бабушка говорила, что у тебя были проблемы со здоровьем, и ездили аж в Москву и так далее. Что она даже устраивалась работать в больнице или на центре, чтобы быть ближе к тебе. Но доходило ли это до клинической смерти? Нет, не доходило, потому что иначе бабушка мне не была об этом рассказала. Это не доходило до клинической смерти. Мой ответ — нет. Это ложь. Ответ нет. Это ложь. Это ложь. Я же говорю, вы какие-то вообще такие... Просто у меня логика работает. Потому что я сейчас Шерлока Холмса Нет, читаю, понимаешь? Мне кажется, ты когда вот тут вот подготавливала свои ответушки, ты специально какие-то вот такие закорючки немножко чуть-чуть не те, видимо, включала. Мама, так в этом и суть вот этого этапа. Да? Нет, прошлого этапа. Я это все честно рассказала. Ну, я тоже. Вот, Настолько честно, сколько я могу. а? А? 5 причин твоей любви. Участники назвали 5 пунктов, за что его могут любить. А как считает соперник, сейчас мы и узнаем. Я должна сказать, за что я люблю ее. То есть, вы такие, за что она тебя любит? Я такая сикальна. Я должна знать, что ты сказала, я такая сикальна. Ты сказала что-нибудь по типу «со мной весело». Потом второе. Скорее всего, она сказала... Почему ты говоришь, скорее всего, она сказала? Ты должна говорить, я люблю мамочку, свою любимую, единственную, самую-самую-самую, потому что она, а не так, что, скорее всего, она себя распалила и сказала про себя вот эти слова. мамочку красотулечку за то, что она... Куда ты там собиралась на выходных? Видимо, ты уже не идешь никуда. Короче, она... Сразу так. Короче, ты без интернета, видимо, осталась. Ты даже 5 слов не можешь придумать, за что любишь маму. Так мне нужно угадать, за что ты назвала, за что я могу любить тебя. Не надо думать, о чем я думала. Так, Думай, говори. я не хочу танцевать и петь, мама. Короче, за то, что она мамулечка, красотулечка. Это второе. Третье, за то, что она искренняя, открытая, общительная. Четвертое, в какой бы жопе я ни оказалась, она все равно туда вытащит, всегда поможет. И пятое, за то, что мама у меня очень адекватная, понимающая. Веселая, понимающая, адекватная, любящая, ну это тоже из любой жопы вытащит. И красивая. Очень. Beautiful. Мама не... Мой юмор, моя харизма, моя любовь к ней, моя доброта и понимание ее. С одной стороны, приятно, да, как бы, да? А с другой стороны... Черт, это сторис. Попала. Я люблю Инессу, ну, за то, что она моя дочь. Что вы киваете, я не понимаю. Можно свою голову зафиксировать и не давать подсказки. Кто кивнул? Кто кивнул? А вот не знаю, кто За кивнул. открытость. Очень открытый человек. Очень дружелюбный человек. 2 слова осталось же, да? Все, что ты можешь сказать обо мне. Нет, я хочу подобрать, чтобы, вот, как ты сказала, чтобы подумать, Ну, что давай, ты давай, назвала. давай. Всегда мне помогаешь, помощница моя самая главная. Ну, тоже понимающая. Очень-очень сильно понимающий ребенок. Я ее дочь, вышедшая из ее живота. Наверное, это весомый аргумент. Во-вторых, как мне говорит бабушка, я родилась от большой любви моих родителей. Третье, это я не умею врать. И раскусить меня легче, чем почистить банан. Она весы, поэтому ей очень сложно вообще что-либо выбирать. А я рыба, поэтому мне выбрать совершенно легко. И чаще всего это правильный вариант. Поэтому чаще всего я выбираю все. Со мной весело жить. Столько косяков. Косячно веселый. Весело косячу. Короче, все. Побеждает Инесса. Это не выхожу
на внимашке. И Марьяна выполняет наказание. Какое наказание, Инесса? Записывает сторис с грустным лицом о том, что ищет себе пару, и, мол, директ скрыт. Что я должна сказать? О том, что что-то как-то скучно. Всем привет. Ну, типа, ищу себе пару. Напишите в директ. Мама, прости, пожалуйста. Я реально не думала, что ты проиграешь. Даже в начале этого передачи такая, типа, всегда она выиграет. Мы тут с Инессой в Мама! Я даже не знаю, что сказать. Всем привет. Я тут подумала, что я готова к новым отношениям. А? Пишите в директ, пишите. Да. Кошмар какой вообще. Вообще, будь вообще любитель явняк, верняк. Да. Все. Это все не я. Видишь, я тебя даже обняла в этом. Да. Но мне понравилось, потому что ты много чего угадала про меня. Это классно. Короче, ребята, супер мега важная новость. Внизу есть кнопка. Если она у вас еще красная, я не понимаю, какого она еще красная. Кликнули, она становится белой. Только так вы сможете показать, что нужно нас чаще приглашать, да? Ой, да. Всем пока. Как вам такой формат, друзья? Стоит ли нам продолжать его делать? Пиши в комментариях свое мнение. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Спасибо за просмотр.